Что связывает французского архитектора Поля Гурде с историческим центром города Алматы? Почему Жаркентская мечеть является единственной сохранившейся до наших дней работой китайского зодчего Хон Пике? Где расположена усадьба Валихановых Сырымбет? Забытые имена и малоизвестные факты, новейшая история и национальный колорит – все это в программе Grand Buildings. Смотрите сегодня в выпуске «Сооружения советской эпохи». Как строили здания правительства Казахской ССР. Дом дружбы. Здесь писалась история. Дворец школьников. Шедевр Виктора Кима. Алматы – один из самых контрастных городов Казахстана. Здесь приземистые деревянные избушки соседствуют с минималистичными высотками, а на фоне хай-тек-гигантов красуются постройки сталинского ампира. И хотя все большая часть мегаполиса постепенно приобретает современные очертания, здания советского периода еще составляют значительную часть его застройки и формируют неповторимый облик бывшей столицы Казахской ССР. Однако в 1927 году город оказался категорически не готов к переносу столицы из Кызылорды в Алматы. В те годы здесь не было подходящих помещений даже для самых главных советских организаций, таких как Центральный комитет КПСС и Главное политическое управление. Пришлось в кратчайшие сроки разворачивать активное строительство, зачастую характеризовавшееся смелостью решений и неординарным творческим подходом. Объявлялся всесоюзный конкурс, и в нем участвовали, как правило, московские архитекторы, ведущие архитекторы страны и петербургские. Это очень важно для понимания того, что, в общем, при застройке конца 20-х и 30-х годов в городе были реализованы авангардные проекты москвичей в основном и проекты петербуржцев, которые всегда тяготели соединению авангарда и классики или просто к архитектуре классики. Главным проектом тех лет стало строительство комплекса правительственных учреждений. Его доверили известному конструктивисту Моисею Гинзбургу. Построенный им первый дом правительства, в котором сегодня размещается Академия искусств имени Жургенова, вошел в список 100 шедевров советского архитектурного авангарда. Но партийные лидеры проработали в этом здании недолго. В середине 30-х годов в моду вошла классическая архитектура. Центр города и в том числе здание правительства решено было реконструировать. Было несколько таких планов, эскизов. Ну, были и такие со шпилями, всевозможными куполами, которые были тоже подвергнуты критике. Один из образцов, каким должен был быть дом правительства, сохранившееся и здание Казпотребсоюза, буквально на углу Панфиловой и Толеби. На тот момент в Алматы уже сложились собственные проектные мастерские. Их сотрудники активно соперничали с московскими коллегами в битве за право построить столь знаковое сооружение. Некоторым из них удалось преуспеть в этой борьбе. Архитекторы алматинские сделали очень интересный проект будущего дома правительства. Он шел на равных с работой москвичей и ленинградцев. И поэтому, когда было принято решение определиться с проектом, то решили местные власти так: соединить проект Рубаненко-Симонова, они были из Петербурга тогда, из Ленинграда, и проект местной организации. И этот проект, который соединил черты того проекта и другого, он был принят, и до войны успели заложить основу будущего здания на той площади, которую мы сейчас называем Старой площадью по привычке, или площадь Астаны. Первый утвержденный вариант дома правительства представлял собой четырехэтажное здание высотой 29 метров, выходившее на улицу Комсомольскую. Его фасад был акцентирован портиком из 10 колонн, увенчанным фризом и гербом Казахской ССР. Чуть позже к плану добавили массивные башни с барельефами. Работы над реализацией проекта шли медленно, и к 1941 году был готов только котлован. После войны стройку возобновили, но с поправками на политическую ситуацию, воцарившуюся в Союзе после смерти Сталина. А именно в соответствии с постановлением 1955 года об устранении излишеств в проектировании и строительстве.
там должен был быть купол на стыке корпусов, должен был быть купол, где вот актовый зал. Поэтому купол убрали, купол с колоннадой такой по периметру. И внутри, в актовом зале, имитировали свод. Ну, свод это был просто, ну, как декор, потому что купола-то не было уже. Ну, просто сделали. Точно так же в здании Академии наук. Там тоже должен был быть купол, такая надстройка, купольная часть на стыке корпусов. И тоже так же сделали с этим актовым залом. Декор постройки максимально упростили, очистив все поверхности интерьера от орнаментов и прочих художественных деталей. Тем не менее, парадное здание необходимо было сохранить, и с этой целью справились посредством строительства монументальной мраморной лестницы, ведущей к круглому актовому залу. Спустя почти полвека здесь практически ничего не изменилось. Общее композиционное решение помещения, богатые светильники и уникальная мебель остались нетронутыми. Лишь многоярусный президиум и некогда расположенный над ним портрет Ленина канули в лету. Здесь проходили, вы знаете, демонстрации к Первомайские, проходили демонстрации к 7 ноября, к годовщине Октябрьской революции. Долгое время, здесь с 1957 года, здесь находился Центральный комитет коммунистической партии, заседал Верховный Совет, и важнейшие законы и решения, и съезды партии проходили в этом же здании. Это был идеологический центр нашей республики. Мало кто знает, но в 1972 году здание существенно достраивали. Длину боковых корпусов увеличили ровно вдвое, поскольку изначальные площади уже не могли вместить все необходимые отделы и комитеты. Однако пристройка была сделана настолько деликатно, что сегодня попросту невозможно заметить, где заканчивается старое здание и начинается новое. После распада СССР здесь размещался акимат Алматинской области, а впоследствии строение отдали под нужды Казахстанско-Британского технического университета. Впрочем, на этом политическая карьера бывшего дома правительства не закончилась. В 1997 году мы провели здесь первую в Казахстане политическую дискотеку для молодежи. В этом здании, то есть перед этим зданием на этой площади стояло 3000 человек молодежи. Мы пускали такие вот голуби «Открой меня», и там внутри были призывы к патриотизму в этих голубях, ну, в этих самолетиках. Мы рисовали большие плакаты на больших простынях. И молодые люди, которые приходили на эту площадь, признавались в любви к Казахстану. Конечно, здание постепенно меняется, становится все более современным и утилитарным. Но дух советского времени все еще витает в воздухе. Он отражается в глянцевой поверхности старых оконных щеколд и в витых решетках, скрывающих батареи радиаторов. Его можно почувствовать, заглянув в бывший кабинет первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева. Сегодня здесь проходят лекции, а о прошлом напоминает лишь карта страны и гобеленовый портрет известного казахстанского политика. Когда я вхожу в это здание, когда работаю в этом здании, в первую очередь меня посещает мысль, а с кем я иду в этом зале? У меня ощущение, что люди, которые здесь работали, они тоже так рядом со мной проходят. Когда я сажусь даже на эти стулья, на эти кресла, я всегда думаю, а кто же на этом стуле сидел, интересно? Какие у него были мысли и что это был за деятель? То есть для меня это здание, прежде всего, это памятник нашей истории. Памятник нашей истории. Вот эта вся архитектура, которая здесь есть, она именно для меня это не просто люстра, а для меня это люстра, которая видела такого человека или помнила такую-то веху истории Казахстана. В 60-х, 70-х годах прошлого века в казахстанской архитектуре воцарился модернизм. Классические здания, подобные Дому правительства, уже не строили. Им на смену пришли массивные формы, урбанистичный облик сооружений, смелые и затейливые композиционные решения. До недавней реконструкции главным памятником советского модернизма в Алматы был Дворец Республики. Сегодня это звание перешло к Дому дружбы. Он был возведен в 1972 году по проекту архитектора Рустема Сейдалина. Строительством занималась большая архитектурная группа, до этого трудившаяся над возведением Дворца Республики. Если присмотреться между первоначальными планами этих двух зданий, можно заметить много общего. В частности, сходства угадываются в форме крыши.
многие говорят, что это подражание японцам Кензо Тандо, да? Это неправда. Я разговаривала с авторами, и они мне рассказывали. Они поехали на Мангышлак, то есть Репинский с этой группой. И когда там обследовали вот эти комплексы могильных сооружений, то вот эта идея вот этой кровли сложилась 100%. Здание представляет собой двухэтажный прямоугольный объем, состоящий из 3 павильонов. Планировка каждого из них связана с функцией зала. Так, в стоящем торцом к улице корпусе размещена администрация. На первом этаже главного здания имеется просторный холл и 2 помещения для переговоров. Львиную долю второго занимают розовый, голубой и знаменитый круглый зал. Конечно, национальная республика, здесь всегда стоит идея использовать традиции местных. Ну, юрту не построишь же из камня и бетона, да? Поэтому решили сделать зал для заседаний. Не традиционно, как это бывает, стол и там стулья, а сделать круглым по типу вот это как бы объема юрты. И в то же время оказалось, что это очень удобно, вот такая планировка. Изначально в деталях интерьера Дома дружбы было куда больше казахских мотивов, чем сейчас. В золотистых планочках угадывались отсылки к кереге юрты. Стены были декорированы такими национальными орнаментами, как Кошкар-Муэс, Тандай, Чулдыша и многими другими. Эти узоры все еще можно увидеть на потолке круглого зала и в главном холле. А вот золотистые планочки не сохранились. Зато на прежнем месте осталась еще одна гордость Дома дружбы – каскадная люстра из чешского хрусталя. В 1972 году ее изготовили по специальному заказу, одобренному Алматинским архитектурным бюро. Испытание временем люстра выдержала с честью. За долгие годы службы она ни разу не потребовала существенной реконструкции. Хотя повидать на своем веку она успела многое. Именно здесь, в этом здании, была подписана декларация об образовании Содружества независимых государств. Это было сделано 21 декабря 1991 года. Потом в газетах, в том числе в газете «Казахстанская правда», материал об этом был опубликован уже 24 декабря 1991 года. В те годы Дом дружбы назывался немного иначе, а именно «Здание Казахского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами». И нет ничего удивительного в том, что именно в этих стенах проходили судьбоносные для страны встречи и переговоры. Зачастую глав союзных государств встречали в голубом и розовом залах, которые поражали воображение своим великолепием. Оформление этих залов нарядных, розового и голубого, это не местная традиция, это узбекская вообще-то. По принципу ганча, вот это резной, но ганч – это резной алебастр. Это со средневековья в Узбекистане. Вот эти вот алебастровые решетки, их располагали на цветном фоне, и этот фон просвечивал. Получалось очень нарядно, как кружево. Конечно, столь пышное и даже помпезное украшение интерьера не вписывается в каноны модернизма. Однако людям, далеким от архитектурных норм, оно, как правило, приходится по душе. Да и как устоять перед богатым ковром гибких веток и пышных цветов, так похожих на настоящие? Разбегающиеся по зеркалам, стенам и потолкам узоры можно рассматривать часами, поражаясь мастерству их создателей. После обретения Казахстаном независимости это здание практически не изменило свои первоначальные функции. Здесь, как и прежде, обсуждают важные для страны политические события, подписывают меморандумы о сотрудничестве, но теперь уже в контексте деятельности Ассамблеи народа Казахстана, под нужды которой и приспособили это историческое сооружение. Мы с дочерью были в этом здании. Проводилось собрание, Республиканская молодежная организация «Жарыстым» проводила собрание. И мы с дочерью были на этом собрании, были в пресс-зале, в зале сидели. И дочь такая говорит: мам, как было бы классно, если бы ты здесь работала. И понимаете, буквально спустя 2 года мы переезжаем в Алмату,
И меня приняли сюда вот главным экспертом. Я уже 3-й год здесь работаю. Для Раушан Исмаиловой, как и для многих других сотрудников Дома дружбы, это здание носит не только историческую, но и духовную ценность. Именно поэтому ко всем изменениям, касающимся его внешнего вида и интерьера, она относится с особым трепетом и вниманием. В частности, она курирует очередную локальную реконструкцию, которую сейчас ведут в одном из помещений на 1-м этаже. В советское время здесь располагался кинозал. На всю стену был установлен экран, был пологий пол, стояли знаменитые советские красные кресла. Ну, естественно, было веление времени, и этот зал был, в этом зале была произведена реконструкция. Убрали экран, выровняли пол, установили президиум. В этом зале проходили официальные встречи, международные научно-практические конференции, круглые столы, ну, различного формата официальные мероприятия. Сегодня мы также не стоим на месте и производим реконструкцию нашего пресс-зала, убрали президиум, будем устанавливать LED-экран, будет установлен подиум, на котором будут расположены кресла, но основной архитектурный фон, естественно, этого зала, он останется. Нетрудно догадаться, что вслед за модернизмом в советский Казахстан пришел постмодернизм. И самой крупной постройкой, отражающей стилистические идеи этого архитектурного направления, стал Алматинский дворец школьников. Над проектом начали работать еще в конце 70-х годов. Построено же здание было в 1983-м. Разрабатывала проект группа архитекторов и инженеров из института Алматы-Гипрогор под руководством Владимира Кима. На рассмотрение высших инстанций было представлено несколько вариантов дворца, имеющих значительные отличия в стилях фасада, расположении центрального входа и обсерватории, форме купола и других деталях. Дворец школьников – это здание, которое в себе соединило очень много. Если мы посмотрим на план, то мы увидим очень сложную структуру. То есть несколько корпусов, их много, но они все соединяются в такую символическую структуру, которая напоминает завихрение галактики с центром, где находится главный корпус. Летний амфитеатр, автодром для картинга, бассейн для испытания судомоделей, тир и площадки для стрельбы из лука. Все это могло бы стать частью архитектурного ансамбля Дворца школьников и прилегающей к нему территории. Но осуществлению амбициозных планов помешала высокая стоимость проекта. Такие средства выделить из республиканского бюджета не могли. В итоге остановились на более скромном, но не менее интересном плане. Правда, за него Владимир Кима в свое время не ругал только ленивый. Круглый золотистый купол пришелся не по вкусу местным ценителям искусства. А вот современные архитекторы, напротив, видят в этом решении удачное единение советского постмодернизма с национальными элементами и даже угадывают в возвышающейся поотдаль башни обсерватории силуэт восточного минарета. Вон тот купол поменьше – это обсерватория. Это башня высотой 40 метров. Очень интересна проблема постановки телескопа в этом куполе. Ведь по законам телескоп должен устанавливаться на платформе отдельно стоящей, на отдельном фундаменте, чтобы меньше делать поправок при исследовании небесных тел. Но с этим проектом было нереально осуществить эту задумку, и тогда были установлены телескопы меньшей мощности. Тем не менее, они позволили нашим детям сделать специальное открытие при наблюдении кометы Галлея, которые были занесены в каталог астрономических открытий. По своему архитектурному облику дворец школьников удачно вписался в ряд построенных ранее на том же проспекте зданий. Однако, по словам архитектора Талигена Абильды, задумки создавать единый ансамбль сооружений у авторов проекта не было. Сходство в первую очередь объяснялось скудностью выбора строительных материалов. Оно же стало причиной весьма экстравагантных решений, касающихся внутренней отделки и декора дворца. К примеру, люстры здесь сделаны из такого тривиального материала, как латунные медные трубки для теплообменников. Я ходил в этот гидромаш, они делали КМД, называется, уже окончательные чертежи. Обычные патроны, лампочки вкручиваются, и это люстра было 7 тонн весил.
Ну, она шикарная люстра. Вы, если в интерьере посмотрите, это уже действительно хорошее произведение искусства было. Строительство Дворца школьников нельзя было назвать легким. Ввиду необычной конструкции большинства помещений, стандартные проектировочные схемы приходилось по нескольку раз пересчитывать и перерисовывать. Конечно же, ошибок не удалось избежать. Лепнину делали, я помню, пропорции не попал. Прихожу, а рабочие уже сделали. Смотрю, ужас, такой грубый получился. В общем, 3 раза ломал. Хорошо, что эти работяги понимали, что это все-таки надо переделывать. И в поисках, в деталях, в общем, было очень интересно. Итогом кропотливого труда стало цветочное панно, занимающее всю стену, ведущую к концертному залу. Во время капитального ремонта, который состоялся 3 года назад, его обновили и покрасили в более жизнерадостные тона. Мы с вами находимся в большом концертном зале Дворца школьников. У этого зала также есть свои особенности. Ну, во-первых, он выполнен в виде амфитеатра, чтобы каждый ребенок любого возраста мог увидеть все, что происходит на сцене. Обратите внимание на наши необыкновенные люстры. Кто-то говорит, что они выполнены в стиле хай-тек, но это по-прежнему советский постмодернизм, для того, чтобы выдержать полностью стиль внутреннего убранства нашего Дворца школьников. На момент завершения строительства драматический зал по своему техническому оснащению превосходил театр имени Лермонтова. Проблема заключалась только в одном – театральные механизмы были рассчитаны на прямые помещения, в то время как здешний театр из-за формы дворца был асимметричным. Пришлось на ходу придумывать альтернативные методы установки оборудования. В зрительном зале отрабатывал люверсные вот эти потолки. Она была кривая вся, зрительный зал, она же вписывалась в дугу. Сейчас так компьютер хорошо сразу определяет размер. А мне приходилось вот эти длины, там туда все через тангенс, котангенс, на тетрадке вычислять, и чтобы мы попали в размеры. Вот люверсные потолки мы отрабатывали штампованный черный металл, покраска автомобильной краской и обжиг, варо. Люверсы, детали, все вот это было вручную там делали. Еще одна местная гордость – зал торжеств, который находится под золотым куполом. К открытию Дворца школьников в 1983 году Динмухамед Кунаев поручил каждой области Казахстана изготовить и подарить свою вазу для этого помещения. Все они сохранились в первозданном виде и до сих пор украшают интерьер. Спустя всего 9 лет после открытия именно здесь прошла первая президентская елка, которую открывал Нурсултан Назарбаев вместе с супругой и дочерями. Конечно, есть немножко изменения в этом зале, но они незначительные. Ну, например, вот эти перила, они раньше были просто живое дерево, покрытое лаком. Сейчас вынуждены были покрыть еще и краской, чтобы вид был более эстетичный. Ну и также немножко вот здесь преобразилась лепка. Она раньше была более ровной поверхностью, сейчас она имеет такую неровную текстуру, чтобы вот как-то появился объем. Это уже другой зал, расположенный этажом ниже. Его отличает поразительной красоты наборный каменный пол, сделанный из различных пород минералов и полудрагоценных камней. Самое главное в этом здании, что несмотря на смену времен и политических курсов, оно по-прежнему выполняет свою главную функцию – служит детям. Сегодня здесь занимается свыше 5500 алматинских ребят, для которых Дворец школьников стал поистине вторым домом. Сюда приходишь, здесь так красочно все, и везде так все сделано, то есть, с душой. И не сказать бы, что прийти в обычное здание, где обычные кружки, а тут придешь и так, как дома, не знаю. Дворец школьников – это, вот, я думаю, дворец мечты, дворец счастья и радости, именно детской радости, детского смеха, детской улыбки. И я думаю, это очень здорово. Архитектура советского Казахстана разнообразна и противоречива, многогранна и необычна.
И хотя споры о ее ценности ведутся до сих пор, она без сомнения является неотъемлемой частью идентичности и истории республики.